Серноводский курорт, словно возродившаяся из пепла птица Феникс, встречает всех желающих отдохнуть и подлечить свое здоровье. А начиналась история курорта еще в XVIII веке с обнаружения целебных серных источников. И вот, уважаемые товарищи телезрители, мы сейчас идем к самому первому источнику, с которого и начался Серноводская лечебница. Вот здесь вот мы видим ванны, которые сохранились еще с советских времен. Их много. Мы сейчас идем к нашему самому первому источнику, с которого и начиналась история нашего курорта. До этого источники сами, до того, как построили этот источник, исследовали немецкие ученые в 1700-х годах. Ничего себе. После... Так давно, да? Так давно источник идет. А до этого есть еще легенда, что здесь мулла, узнав об целебности этого источника, людей лечил. Он ставил лежак на пар этого источника, укутывал в бурку людей и тем самым паром их лечил. Но это тоже, опять-таки, легенда. Мы ничем не можем этого доказать. Но есть документальные. Сейчас Тогда источник, он из-под земли идет 76 градусов. У них не было возможности окунать людей туда. А сейчас-то оно остывает до возможной 37-38 градусов. Пока она доходит до ванного отделения, по дороге получается теплопотеря. Тогда не было таких возможностей, и они только пользовались паром. Ясно. А с чем связана такая температура большая? Это источники. Это идут из-под земли, Из из глубины земли, межпластовый источник. И температуру уже создает нам Всевышний, не мы, не люди. И целебные свойства здесь, естественно, он очень богат химическими элементами. Его питьевую минеральную воду нашу вывозили 5 лет подряд, вывозим в ВДНХ на выставке «Золотые медали» нашей питьевой воды есть. А это серная вода, которую принимают в ванной. Это наружное применение, не внутреннее применение. Сюда не допускают, никогда не допускали тяжелую технику, чтобы, не дай бог, не было пресса на пласт, и чтобы не потерять этот источник. Его берегут в течение 300 с лишним лет. Очень бережно к нему относятся. Это дары Бога, нам надо к ним очень бережно относиться. А существование ванного отделения нашего идет история с 1838 года, когда Вертепов, ученый, врач земского Сунжинской линии, поставил 2 пробные ванны в бараке, создал барак и сделал ванны. После того, как Вертепов попробовал эти 2 ванны, он увидел излечиваемость 90% излечиваемости многих заболеваний, как гинекологических, урологических, кожных, опорно-двигательных, все, что связано с неврологией. Он эффективность как увидел, получилось, что ему не хватало, и он сделал первое ванное отделение, барак построил. И с этого у нас пошла история нашего ванного отделения. И вот, уважаемые товарищи телезрители, я вам показывал надписи в горах на камнях людей, которые пасли скот. А вот здесь вот надписи на камнях людей, которые принимали серные ванны. И посмотрите, когда. 1902 год. Вот здесь вот тоже написаны имена, Таня. Разные. Сейчас сложно прочитать. А вот посмотрите. Буланова фамилия. 1972 год. И вон 1972 год тоже. И вот одна из старейших надписей, сохранившихся. Посмотрите. 1899 год. Это история, подлинная история на камнях. Камни многое сохраняют. Не сохранилось уже стен того барака, не сохранилось стен в советское время того здания, но сохранились вот эти вот удивительные надписи на камнях. Вот Таня, Лена, Андрей, 1907 год. Немножко отколот камень. И посмотрите, какая география этих надписей. Воркута, 1982 год. Ростов,
Таганрог, 1976 год. И вот эта вот стариннейшая надпись, посмотрите, Солодов, 1910 год. Вот 10-й. И на конце, посмотрите, после фамилии Солодов твердый знак. 48 год, посмотрите. Кстати, в военное время, в 40-е годы, когда шла война, Великая Отечественная война, сюда свозили раненых солдат на лечение. Вы, наверное, все видели фильм «Ночевала точка золотая». Там показывается, что здесь лечились вагонами, привозили, и здесь квартировались раненые солдаты и лечили их этими водами. И очень был эффект хороший. И вот в подтверждение этих слов... Посмотрите, 1941 год. Кто-то оставил эту надпись. Кочубей. Да, вот написано Кочубей. Интересная фамилия, 41 год. И вот 1909 год. Удивительно, вся история санатория. 9-й, 64 год. Наш земский врач Вертепов, вот этот храм воздуха, теперь мы ее просто беседкой называем, построил в честь своего сына, который погиб на войне, и сделал надпись: «Ты так хотел родные горы посмотреть». То есть эта надпись его сыну посвящается? Его сыну, который погиб на войне здесь, на Кавказской войне. Он посвятил эту надпись и эту беседку, храм воздуха, своему сыну. Ты так хотел родные горы посмотреть. Эта табличка осталась с тех времен. И вот, уважаемые товарищи телезрители, вот они, Кавказские горы. Посмотрите, какой вид открывается. И вот она, большая территория курорта. Курорта Серноводск Кавказский. Вот этот вот дом был построен еще в советские времена для работников санатория. Наш курорт Серноводск Кавказский расположен на Судженском хребте. Мы видим, какая красота, какая живописность. Сюда у нас наш санаторий круглогодичного пользования. К нам и зимой, и весной, и летом можно приезжать. Это 3 места только в России, в Советском Союзе было. Это Мацеста была, в Пятигорске было. Пятигорске то развозили воду. А вот в Серноводске здесь на месте. Тяжело. Ну, обычно кто наши? Нефтяники здесь отдыхали. Ну и то за год вперед надо было путевку взять. А по Союзу вообще мечтали сюда приехать, эту воду попить. А сейчас, я не знаю, в России надо хорошо объявить всем, что открылся. Потому что, вот я псориаз у меня был, все, прошел за 10 ванн. Нету. У матери даже давление, вот у нее давление, утром сегодня замерили, у нее уже 80 на 130, а было каждое утро 100 на 170 на 180. И вот я специально с Москвы приехал, узнал, что открыли, летом, говорят, здесь невозможно было пройти, народу много было. Я специально позвонил к ним, они, наверное, не помнят, говорю, как у вас там? Говорит, есть, говорит, места свободные. Я поэтому и приехал. И мать привез с собой, сестру, они уже, вот сейчас вот уже 2 родственников привез, еще раз. А второй, говорит, как наркотик, говорит, вот там вот сейчас этот брат мой, он говорит, здесь, говорит, как наркотик, говорит, невозможно оторваться, говорит, от этой ванны. Я говорю, молодец. У него тоже, вот у него псориаз, 5-ю ванну он принимает, тоже прошло. Все, это, я же говорю, это вода, такого нету воды. Это просто надо, люди не знают об этом. Не, ну, да, опорно-двигатель. Здесь, во-первых, она, смотри, суставы, кожные болезни, нервные болезни. Это же сероводород.
Где-то есть ванна, но сероводород, он действует на нервную систему. Это надо знать, люди-то, врачи-то знают. Просто война была у нас, мы перерыв вот этот объявил, и люди забыли про этот курорт. А сейчас надо поднимать все это. Потому что я посмотрел по другим, у вас цена, между прочим, меньше, чем в других местах. Меньше, и процедур было чуть побольше. Поэтому реклама – это двигатель торговли, я же говорю, надо делать это. Спасибо вам за то, что не забываете. Не, я еще весной приеду, обязательно повторю. Добрый день. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Скажите, как вам здесь, в санатории? Очень хорошо, хорошо обслуживает. Лечение очень хорошо идет. Чувствуем себя очень хорошо. Спасибо всем коллективам. Как питание здесь? Питание очень нравится, хорошее. Добрый день. Добрый. Скажите, неужели действительно вот эффект Серноводского санатория, лечебный эффект настолько сильный? Вы чувствуете вообще, что вам помогает все это? Вода. Чувствуем, да. Мы пьем серную воду. Очень, эффект большой, ощущаем. Нравится нам и питание диетическое, и лечение. Как Очень персонал? Я тоже уже заметил, что персонал Персонал очень душевный. очень вежливый персонал. И вот, уважаемые товарищи телезрители, посмотрите, какая просторная, огромная, светлая кухня. И какие удивительные здесь тоже повара работают. И вот посмотрите, уважаемые товарищи телезрители, какие две обаятельные, удивительные женщины. Вот, расскажите, пожалуйста, как вас судьба забросила сюда? Ну, я приехала в 91 году с Казахстана, вышла замуж. Теперь вот уже с 91 года проживаю в Серноводске. Теперь работаю вот на нашем удивительном курорте шеф-поваром. Жизнь у нас тут очень прекрасная. Впрочем, как и место. Место тоже Место замечательное. вообще прекрасное. Это прям как вообще. уголочек райский наш. Это вообще считалось село самое такое зажиточное. Старый курорт был раньше, я вот работала на нем. Ну, теперь уже на новом меня попросили, чтобы я пришла. Теперь на новом работаю. Уже все по-новому, старого ничего нету, все новое, но все хорошее. Очень хорошее даже. Могу предложить всех, кто к нам приедет, чтобы отдыхали, питание, лечение, все у нас хорошее. Свердловска приехала специально, чтобы работать здесь поваром на курорте. Вот Елена Александровна приехала с Северного Казахстана за 4500 километров ради большой любви. Коллектив вообще А коллектив вообще отличный, слаженный такой, так что мы работаем здесь. Это самое главное. Главное, с настроением. Я вижу, что у вас есть настроение. мы вообще Это очень- замечательно. Все у нас хорошо. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше настроение и за ваше отношение к посетителям, Спасибо и вам. постояльцам. Еще мы хотим вообще благодарность нашему главе республики. Прям, ну, все самое вот такое у нас. От избытка таких чувств к ним. Ну, поддерживает во всем, молодцы. во всем, да. Нам, тем более русскоязычным, это Населению. вообще Всегда внимание. внимание, Всегда приглашает нас поддерживает в всё, сельсовет. на все У меня праздники. мальчик инвалид, например, ему компьютер выделили, это самый фонд Кадырова. Он учится, занимается, проходит школьное обучение по компьютеру, лично дома. Очень насчет этого, очень спасибо большое хотела сказать. Вот как раз возможность появилась. Большое спасибо. Да, постоянно помощь оказывают нас. Меня И тоже. санаторий тоже уделяет большое внимание. Да, Это само собой. В нашем санатории оказывается широкий спектр услуг по различным заболеваниям. Опорно-двигательная, неврология, эндокринология, бронхолегочные. Вот одна из них – это у нас ингаляторий, ингаляции различные, ультразвуковые, соляные, с лекарством, с травами. Это у нас что? Это у нас солярий. Солярий, Общее УФО. да? Проводим процедуру общего УФО, ультрафиолетового облучения. Это у нас
Процедура очищения организма на немецком аппарате колон-гидромат. А очищает от чего организм? От токсинов, от шлаков, дезинтоксикацию проводит. Проводятся у нас все виды массажа: детский, взрослый, классический, различные. Один из методов — это грязелечение, привозная грязь тамбуканская, пятигорская. Мы используем. Пойдем. Здравствуйте. Вот у нас установлен на санатории-курорте, пожалуйста, современный импортный аппарат, очень ценный, на 4 рабочих места. Пожалуйста, здесь происходит скопия желудка и пищевод, и кишечник, а также на легкие, почки, череп, конечности. Никаких проблем. В любое время принимаем, в любое время отказ никому нету. Очень ценный аппарат, и все можно записывать, видеозапись идет на монитор. Делает снимки прекрасно. Сейчас вот при вас, присутствует вас, больной, снимем ребра. Она ударила, ступает рама ребер. Так что, пожалуйста, посмотрите сами. Можно показать, если хотите, здесь обрывок кишечника. Вот, пожалуйста, вот желудок перед вами. Он опущен, и бары, пожалуйста, прекрасно видно. И позвонки идут, вот луковица 12 перцев, вот сам желудок, вот перистальтика пошла. Вот позвонки, видите, да, как красиво, четко показывает. Вот такой ценный аппарат у нас. Вот прекрасно, можно и снимок сделать, можно и так посмотреть. Вот на этом. Я поминал Москву на Серноводск. Как наш шеф говорит, да, Серноводск лучше, чем Москва, конечно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, вам здоровья, вам здоровья. Изюминка нашего курорта является, естественно, термальный сероводородный источник. В советские времена здесь был музей костылей или тростей. То есть люди, приезжающие с палочкой, с тростью, после лечения они их оставляли, и таким образом был создан музей, то есть те люди, которые излечивались от своих заболеваний. И в конце программы хочется пожелать здоровья всем постояльцам курорта Серноводский, и чтобы никогда не иссякали родники жизни и здоровья рядом с Сунжинским хребтом.